Доброе утро, Республика! Начинаем новый рабочий день. С вами Руслан Чиров. И Вероника Тамтосова. Хочется рассказать вам столько всего интересного. Поговорим, конечно, о погоде, которая изменилась не в лучшую сторону немножко, да? Расскажем, какие сегодня даты и события, сделаем утреннюю зарядку, расскажем, какие заболевания появились в современном мире, связанные с современным образом жизни. Поговорим с чемпионами, у нас сегодня в гостях такие тоже будут. Ну, все это и еще больше всего интересного в нашем телеграм-канале. Да, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии». QR-код вы видите сейчас на своих экранах. Ну и, конечно, по традиции там все самое-самое интересное. Ну а прежде чем мы расскажем о погоде за окном, напомним, что несмотря на теплый ноябрь и начало декабря, не забывайте про вероятность актированных дней и проверяйте по утрам источники информации, чтобы ваш ребенок зря не ходил по морозу. Но сегодня чуть-чуть похолоднее, да, стало как-то. Да, но актированных дней вроде пока не предвидится. Да, давайте узнаем, Да, не забывайте, что официальная информация публикуется на сайте, на информресурсах Министерства образования, как правило, прямо с утра, то есть об этом информируют, да. И что же у нас за окном? В центральных районах сейчас 39-43 ниже 0, в заречной группе 37-45 градусов холода, в южных минус 17, минус 19, в Вилюйской группе 13-31 со знаком минус. В Нижнеленских минус 36, минус 38, в западных 14-16 градусов холода. В Колымо-Индигирской группе Улусов 22-30 ниже 0. В Янских минус 39, минус 46, на северо-западе 32-41 со знаком минус. В Якутске в 6 часов утра температура составила 38 градусов холода, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Сегодня днем в столице слабый снег, местами туман, ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Температура днем в Якутске минус 36, минус 38 градусов. Но сейчас, когда мы узнали, какая погода за окном, ну, в целом, еще даже так вроде не за 40, да? Ну, знаешь, вот когда резко холодает, всегда кажется холоднее. То есть вот когда постепенно вроде похолодало, ну, такой, да, в декабре, ну, там, почти минус 50, ну, как-то нормально. А тут было тепло-тепло, так выходишь и думаешь, блин, зима наступила. Ну, не стоит доверять, например, таким вот длительным, да, прогнозам погоды, но я заглянул на месяц вперед, и там прям в январе что-то около минус 12 даже вот проскользнуло. Ну, это здорово, особенно если это выпадает на январские каникулы, можно с ребенком погулять, Да. елки показать, это времени все время не хватает. Ну, я думаю, мы скоро об этом узнаем, но а какие новости произошли к этому часу, мы узнаем прямо сейчас. Доброе утро! Расскажем актуальные новости к этому часу. Заблокировать боль. Ученые предложили импланты для нервной системы. Импланты для спинного мозга, которые улучшают лечение хронической боли и снижают риск образования рубцов при восстановлении нервной ткани, разработали ученые МИЭД. Перспективным направлением в этой области является применение систем для обмена информацией между мозгом и электронными устройствами, основанных на использовании умных имплантов с управлением физико-химическими и биологическими свойствами. Воздействие электрическими сигналами на нервную систему позволяет избежать побочных эффектов, которые характерны для использования лекарств. Эндопротезирование тазобедренного и коленных суставов в Республиканской больнице номер 2 Центре экстренной медицинской помощи началось в 1996 году. За это время врачами было выполнено около 5000 операций. В этом году по плану стоит проведение почти 900 хирургических вмешательств. На сегодняшний день выполнено порядка 700 операций по эндопротезированию, из которых 72 сделано в рамках работы мобильных бригад на базе центральных больниц республики. До этого года, до 2024 года, у нас годовой объем по заболеваниям, по эндопротезированию было где-то около 400 операций. В этом году мы должны освоить 700 операций. Ну, осталось где-то 72-73 штуки, ну, этих освоить надо. Ну, надеюсь, до Нового года мы завершим, план выполним.
Национальная библиотека Якутска получила ценный подарок – современное оборудование для слабовидящих и незрячих читателей. Подарок преподнесла Зинаида Иванова, заслуженный библиотекарь Актемской средней школы. Она хотела порадовать свою подругу, которая является читательницей библиотеки. Оборудование позволит слабовидящим полноценно работать со всеми видами информации. Это событие стало настоящим праздником для людей с ОВЗ, открыв для них новые возможности в сфере чтения и самообразования. Сегодня у нас наш благодетель, даритель, наш читатель, можно сказать, друг библиотеки, она подарила такой видеоувеличитель, который, мы думаем, что станет большим подспорьем для наших читателей, которые особенно приходят в отдел периодики. Мы его не зря сюда поставили, потому что в основном здесь посещают люди пожилого возраста, и думаем, что для них это станет наши ресурсы еще доступнее сделать. И хотелось бы выразить огромную благодарность нашему дарителю Зинаиде Васильевне Ивановой. В преддверии года Великой Победы в Амгинской ЦРБ открылась палата для ветеранов Великой Отечественной войны. Их вдов, ветеранов тыла и детей войны. Палата оборудована всем необходимым для удобного пребывания пациентов. На данный момент в больнице проходит лечение 2 ветерана тыла и труда и ветеран, имеющий статус «Дети войны». Ветераны смогут поступить в больницу не только по показаниям, но и просто для того, чтобы поправить свое здоровье в комфортных условиях. Здесь могут получить лечение, диагностические мероприятия, ну и просто поправить здоровье наши уважаемые ветераны по направлению с поликлиники. Эти койки всегда будут оставаться за ними. Там предусмотрена и койка для ухаживающих родственников. Сегодня проходит лечение 2 человека уже поступили, уже сделано назначение, уже диагностические мероприятия проводятся им. Вот скоро уже Новый год, и это отличный повод обзавестись полезными привычками. Вот что бы ты хотела в новом году, какую привычку приобрести? Ты знаешь, я бы хотела высыпаться. Высыпаться? Да. На самом деле здоровый сон, да, это очень банально, об этом говорят все и всюду, но тем не менее людей, которые встают утром с улыбкой без будильника, не прибавляется. В наше время полноценный сон — это скорее роскошь, и поэтому выработать привычку ложиться вовремя, вставать рано утром без будильника — это вот моя мечта, но пока недостижимая. Ну, скорее всего, длительный сон — это, наверное, не привычка, а возможность. Вот, я бы так сказал. Но вообще рекомендуют спать по 6-8 часов ежедневно, а засыпать лучше до 23:00. Тогда сон будет более крепкий и полезный. Ну, а пока кто-то хочет получить такую привычку, самое время, ну, как бы... Обзавестись другой привычкой. Это утренняя зарядка. Вот, давайте посмотрим. Доброе утро! Ну что ж, у нас продолжается комплекс упражнений с рукояткой от швабры. Первое упражнение. Мы отстраиваемся с вами в профиль, если это у нас зеркало. Уводим спинку в параллель с полом. Постановка рук, широкий хват, максимально широкий. Что мы делаем? Мы заводим над головой наш черенок и приводим к животу. Вверх и вниз, вверх и вниз. В верхней точке удержание, выдох. Удерживаем прямую спинку, сводим лопатки в нижние точки. Заводим локоть назад, плечо не прижимаем к ушам. Работаем 20 повторов. Выдох, выдох. Спружинили, выросли вверх, завершили упражнение. Данное упражнение повторяем 20 повторов в 3 подхода. Далее у нас будет следующее упражнение, где идет комбинация верхней части кора и подключения ног. Мы будем отстраивать также наш черенок или нашу рукоятку от швабры в широком хвате. У нас будет выход вверх и присед глубоко вниз в широкой постановке ног. Вверх и вниз. Выдох. Работаем здесь 20 повторов. Отводим ягодицу назад, колено не заваливаем. Выдох. Спинка прямая. В нижней точке представляем себе, что садимся на стульчик. Тянем ягодицу назад.
Плечо в нижней точке не прижимаем к ушам, а наоборот прожимаем максимально вниз. Закончили. Данное упражнение выполняем 20 повторов по 3 подхода. Следующее упражнение мы подготовили как раз-таки для того, чтобы прорабатывать трицепс бедра. Заводим наш черенок или рукоятку за спину. Уводим под ягодичную полочку. Ширина хвата, ширина плеч, чуть шире плеч. Шире не нужно. У нас будет мах назад и возвращение в исходную точку. Колено слегка мягкое. В верхней точке небольшое удержание, сведение лопаток. Выдох. 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 Работаем здесь 20 повторов. Вы можете почувствовать приятное растяжение в области грудного отдела. Это нормально. Данное упражнение повторяем также 20 раз в 3 подхода. Ну что ж, я думаю, данный комплекс был для вас полезен, интересен. И я всем желаю хорошего дня и продуктивных будней. Баскетбол многогранен. Это и спорт, в который можно играть хоть в 80 лет, и тренировка ума, и отличный досуг для всей семьи, и зрелище, которое дарит невероятные эмоции, а также профессиональную карьеру. С 9 по 12 декабря Федерация баскетбола Якутии приглашает принять участие в семинарах по баскетболу, которые будут полезны и тренерам по баскетболу, и всем, кто заинтересован в развитии этого направления. Сегодня у нас в студии чемпионка мира по баскетболу 3х3 Анна Лешковцева и чемпионка Европы по баскетболу Алена Кириллова. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, как вас встретил Якутск? Ну, как все местные жители говорят, и в магазинах, и вот просто там у вас достаточно гостеприимный народ, что мы попали в хорошую погоду, то есть это не морозы минус 50, но... Это не туманы. Да, Ну, но... хоть можно увидеть город. Да. Но без для тумана. нас все равно, как бы для нас это холодно. То есть так, чтобы там пойти 20 минут 30 погулять, конечно, мы этого не выдержим. То есть там 5-10 минут и Пробежали гостиница. от места до места. Скажем по секрету, нам тоже 30 минут неохота ходить по улице. Да, если мы честно. тоже не гуляем. Ну, мы Мы смотрим. спортсмены, любители. Ну, я люблю пешие прогулки. Ну, понятное дело, что здесь это Да. невозможно, скорее всего. Возможно, если одеться очень Вот так, тепло. так. Да. Но вы прибыли в Якутск и проведете здесь целых 3 семинара по баскетболу. Можете поподробнее о них рассказать? Да, у нас уже один семинар прошел, позавчера, по-моему. Темы будут такие. Первый семинар у нас прошел вообще просто про построение тренировки, да, как правильно выстраивать. Сегодня у нас будет семинар про быстрое нападение в баскетболе, тоже как его организовать. И в последний день у нас будет семинар как раз по баскетболу 3х3. Вот, расскажем местным жителям, как лучше тоже готовиться к соревнованиям, чтобы было больше побед. Для кого проводите семинары? Кто может стать участником? Как записаться? Семинары проходят для тренеров, для учителей физкультуры. Вообще все, кто любит баскетбол, могут приходить. Ну, то есть это те же самые дети. То есть им должно быть интересно послушать и что-то для себя взять, вынести, впитать. Да. Если так вкратце описать, то в чем суть баскетбола 3х3? Основные правила. Вот у нас основной Моменты. игрок. Вообще, начнем с того, что вообще суть баскетбола, да, неважно, 3х3 или 5х5, это забить мяч в кольцо. Вот. Есть просто различия между баскетболом 5х5 и 3х3. 3х3 — это более динамичный вид спорта. У него очень короткая игра, 10 минут всего, и очень жесткая. Поэтому вот это главное отличие. Такие кадры прям как из какого-то кинофильма. Классно. Выбегает из тумана. Да. Да, здесь уровень жесткости намного больше, и судьи не свистят обычные фолы, вот, как в 5х5. И из-за этого очень сложно, конечно, То есть играть. все происходит очень быстро. Очень быстро, да. И вот перестраиваться тоже очень тяжело из 3х3, когда ты в 5х5 переходишь. То есть там уже не такая жесткость, и поэтому вот девчонки, кто играет 3х3, больше фолов получают из-за этого. Да, есть такое. И есть все мы даже жалуются. Слишком жестко Хватит. играет. Но мы даже на тренировках, да, можем там поругаться, потому что там Аня привыкла, что в 3х3 это можно, а в 5х5 это нельзя. В каком возрасте вы начали заниматься баскетболом? Я в 8 лет. Я попозже пришла, где-то в 10 лет. Почему вы выбрали этот вид спорта? И что можете посоветовать, Да. допустим, родителям, которые хотят
отдать детей на баскетбол? Я просто до этого занималась другими видами спорта, пробовала себя, да, Мгм. и пришла в баскетбол и просто влюбилась, просто мне понравилось. У меня нету какого-то специального ответа, да, и просто мне очень сильно понравилось. Я больше ни одной тренировки в своей жизни не пропустила. Но я вот пришла, это тренер по физкультуре. Ну, не посоветовал, как бы у нас набор, ну, в Москве происходит, не знаю, как сейчас. То есть тренер из спортшколы приходил Мгм. на урок физкультуры, смотрел. Естественно, выбирали в основном высоких игроков, ну, девочек, там, мальчиков. И позвали, тоже пошла попробовала. Но мне сначала не понравилось. То есть, ну, как-то я там месяц-два, по-моему, на моей памяти походила и сказала, я больше не хочу. То есть потом был перерыв? Ну, немножко, да, там сколько-то до лета, потом маме позвонила. Тренер сказал, привезите мне ее на сборы летом. Если ей не понравится, я от вас отстану. То есть Ну, тренер, видимо, можно мне сказать, сыграл, понравилось. да, ключевую роль. Ну, ключевую роль, да. я А вы очень была. тренируетесь у одного тренера? Ну, последний. Мы в детской Да, спортшколе у разных тренировались, а вот последние несколько лет мы вместе в одной команде играли. Мгм. Есть какая-то конкуренция? Ну, Конечно, конечно, да, на мы одной почти на позиции, одной да, позиции, правильно. да, поэтому, конечно, немножко есть. Но дружить не мешает. Нет. То есть такая дружба с детства и на многие годы. То есть и Да. спорт это еще и объединяет общие Объединяет, интересы. да. Ну вот на ваш профессиональный взгляд, вот как обстоят дела с баскетболом у нас в республике? Мне кажется, дети очень хотят заниматься, им это очень интересно. Почти у всех детей, да, глаза горят. Им очень понравилось, да, что мы им давали Да. на тренировках. Что-то новое То есть они там кто-то узнали. счастлив, ну, если кто-то вот только недавно начал тренироваться, и какие-то там упражнения, вот вчера на тренировках был, и мальчик там, я стал забивать. И у него прям вот столько счастья в глазах, конечно, на это приятно смотреть, что мы смогли что-то дать, что-то внести, и ребенку, наверное, стало интересно, что он может, он что-то может. То есть он почувствовал уже успех? Да, То да, есть, да, да. и Может быть, это у нее то, тоже что, были такие мысли, как у Алены, Да, да, что я надо уже не закончить, хочу. И потому тут у что него день не вдохновение. Это очень важно. Как популяризировать баскетбол? Ну, я думаю, что это больше ваша работа. Да, больше о нем рассказывать, показывать, освещать какие-то мероприятия, соревнования, чтобы все знали, что баскетбол есть в этом регионе, баскетбол живет, и я думаю, что все потянутся к этому. Ну, вам спасибо большое. Благодарим вас за то, что вы пришли на наш утренний эфир, порадовали нас, наших телезрителей. Самое главное, что приехали, не испугались холода. Спасибо, что позвали. Ждем с нетерпением результатов семинаров и уже спросим, наверное, участников, как им Спасибо. узнали. Спасибо. Ну, а мы продолжаем. И, знаешь, несмотря на ожидание праздника, декабрь — это один из самых сложных месяцев. Ну, это факт. Недавно смотрела опрос. Около 63 сограждан назвали декабрь самым сложным месяцем в году, потому что это стресс, это выбор подарков и завершение всех рабочих вопросов. Ну, поэтому рекомендуем сегодня расслабиться самым действенным способом — это потанцевать. Открытия ученых последних лет доказывают, что танец усиливает физическое, психологическое здоровье. Ну и есть отличный повод. Сегодня Международный день танго. Замечательный танец, очень динамичный. Существует несколько версий. Самая правдоподобная и распространенная, что это изначально танец зародился на стыке 19-20 века в портовых пригородах Буэнос-Айреса. Это был социальный танец, вобравший в себе африканскую, кубинскую, испанскую и фламенго. В общем, исполняли его в основном мужчины, а потом он стал парным. Ну что, сегодня помимо Дня танго еще есть знаменательные события. Давайте какие прямо узнаем сейчас. На календаре 11 декабря. Международный день гор, Международный день танго. По народному календарю – Сойкин день. На Руси в старые времена говорили, что если в свой день сойка прилетит к окну и станет у него кричать, то это добрый знак. Мудрый человек, услышав такой сигнал, выйдет из дома и последует за птичкой. Считалось, что сойка может показать дорогу к счастью. Сойку в народе называли вещуньей. Люди верили, что у этой пташки на крылышках находятся небольшие зеркала, в которых можно увидеть свое будущее. Этот день в истории. 1699 год. Петром I учрежден Андреевский флаг в качестве официального флага военного флота России. 1802. Издан указ об организации постоянной пожарной команды в Санкт-Петербурге.
1871 в Петербурге открылась первая выставка передвижников. 1972 экипаж Аполлона-17 стал последним, кто ступил на лунную поверхность из людей. 1994 в России началась Чеченская война. В этот день родились Гектор Берлиоз, французский композитор-романтик, дирижер и музыкальный критик; Роберт Кох, немецкий бактериолог, нобелевский лауреат; Георгий Плеханов, русский публицист и политический деятель; Макс Борн, немецкий физик и математик, нобелевский лауреат; Александр Солженицын, русский писатель, публицист, нобелевский лауреат; Николай Озеров, советский теннисист, актер, спортивный комментатор, народный артист РСФСР. Именины сегодня отмечают Анна, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Просковья, Рафаил, Сергей, Степан, Тимофей и Федор. Горные вершины – это всего два слова, но сколько образов за ними стоит. Горы для каждого свои. Для кого-то это снежные пики, блестящие на солнце. Кто-то представляет бесконечные изумрудные вершины, завораживающие своей красотой. Кто-то отвесные скалы, опасные, притягательные. Международный день гор, как следует из названия, праздник интернациональный и важен для каждого государства. Отмечается он сегодня, 11 декабря. Эверест – это самая высокая точка планеты, на которую мечтают зайти все альпинисты. Первыми, кто покорил эту вершину 60 лет назад, были Эдмунд Хиллари и Тенсинг Норгей из Новой Зеландии. С тех пор тысячи людей пытались повторить этот экспериментальный подвиг, но немногим это удавалось. Среди тех, чьи попытки увенчались успехом, был Евгений Кривошапкин. Ему удалось покорить вершину в 2023 году. Подробности далее. Лучше гор могут быть только горы. С таким лозунгом альпинист Евгений Кривошапкин штурмует новые высоты. Альпинизмом он начал заниматься еще в 2010 году. Все начиналось с маленьких походов по горам поселка Усть-Нера. А уже в 2023 году он стал первым якутянином, которому покорилась самая высокая точка планеты – Эверест. Все горы разные. Например, на Афродиту пойти, да, это другое. На Эльбрус пойти, это другое. Потому что Афродита 2000 метров, да, высотой, а Эльбрус уже 5600, например, метров, да. А Эверест уже 8800 метров. Подняться на Эверест это 50 на 50 же. Я вообще не думал, что у нас так хорошо получится вот эта экспедиция. И мы поднимемся на гору и поднимем флаг Якутии. И у меня, да, гордость и облегчение, что мы выполнили свою задачу и подняли флаг Якутии. Большинство людей, не увлеченных альпинизмом, считают, что подняться на Эверест можно за пару-тройку дней, сделать красивые фото и улететь домой. Восхождение на вершину у Евгения заняло около 50 дней. Путь был не из легких. Правда, до высоты 5000 метров для альпинистов подготовлены все условия. Есть разные кафе и лагеря. А далее начинается самое интересное. Выше 5000 ты должен преодолеть ледопад Хумбу, такой есть, самый опасный участок, говорят. Ледопад Хумба – это очень большие глыбы льда, которые еще двигаются. И эти льды надо преодолеть ночью, чтобы они, ночью они сильно не тают, поэтому более безопасно считается. Бывают ситуации, что когда ты поднимаешься, может усилится ветер, там пойти снег, и ты, грубо говоря, там можешь остаться на вершине даже. Поэтому, чтобы этого не произошло, у тебя должна быть внутренняя мотивация. Но все эти испытания стоят того, ведь оказавшись на вершине, тебе открываются самые захватывающие виды на Земле. Когда мы поднялись на Эверест, у нас в 6 часов утра же поднялись. И как раз солнце вышло. Солнце вышло, и рассвет с вершины видеть, это очень красиво.
И там даже видно было вот тень Эвереста там. В восхождениях очень важен напарник – человек, который связан с тобой одной веревкой. Помимо того, что Евгений занимается альпинизмом для себя, он еще и горный гид, который помогает и другим альпинистам покорять новые вершины. Осенью в прошлом году узнал о анонсе похода Уснеру, гора Афродита. Женя как раз был гидом и туда записался. Это, получается, с прошлого года начал активно так увлекаться альпинизмом. И вот в этом году планируем на гору Победа. Скоро якутяне отправляются в новую экспедицию, и для этого они проводят серьезную и тщательную подготовку, много тренируясь. А следующей своей целью Аял называет Эльбрус. Но кто знает, может именно он станет следующим якутянином, покорившим Эверест. Илана Захарова, Аэлита Махно, Якутск. Декабрь – это месяц премьер и прекрасных сказочных постановок на помостах всех театров нашей страны. Что может быть лучше, чем вновь увидеть в предновогодние дни любимые с детства сказки и пьесы? Но не забываем, чтобы поход стал настоящим культурным событием, необходимо помнить о правилах этикета. Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем знакомиться с правилами этикета, и сегодня мы с вами поговорим о прекрасном событии, чудесном походе в театр. Поход в театр – это настоящий праздник для многих, и чтобы его не испортить ни себе, ни другим, нужно соблюдать правила этикета. Итак, достаем заветный билет и идем в театр. Мы попадаем в настоящую сказку. Итак, билет мы достаем заранее, у меня он пригласительный, и подаем. Добрый вечер. Здравствуйте. У вас 8 ряд, 7-8 места. Вам удобнее будет с правой стороны зайти в зал. Спасибо большое. Видите, как быстро мне рассказали, куда я захожу, куда я прохожу. Ну а теперь нужно снять свою шубку. Конечно, нужно показать всем, какое у меня красивое платье, и никому не мешать верхней одеждой. Здравствуйте. Добрый вечер. Оставляем верхнюю одежду. Она будет абсолютно точно в сохранности. Получаем номерок и убираем в сумку. Обратите внимание, сумочка очень маленькая, никаких мешков, пакетов, баулов. Зачем они мне? Они будут мешать соседям, да и мне неудобно, и не стильно с ними ходить. Я пришла рано, не опаздываю, поэтому могу спокойно заходить в зал. Если вы опоздали, то открываем тихонечко. Как правило, здесь на входе будет стоять администратор, он вам подскажет, где в темноте найти свое место и ряд. Ну, а мы заходим. Если бы здесь сидели другие зрители, я бы проходила к ним лицом, чтобы никому не мешать. Если бы я опоздала, то, конечно, нужно было бы говорить тихо, извиниться и тихонечко пройти на свое место. Напоминаю, что театр – это общественное место, поэтому все правила действуют. Первое. Если вы пользуетесь парфюмерией, она не должна быть резкой и сильно пахнуть. Вдруг у кого-то аллергия, а может быть просто он любит другие духи. Чтобы вести себя корректно, нужно помнить, что да, подлокотника, безусловно, 2, но занимаем мы только 1. Ведь есть же еще соседи. Помню, дорогие друзья, это театр. На сцене находятся живые люди, которые играют для нас, дарят нам свой талант. И ни в коем случае ни с чашечкой кофе, который можем опрокинуть на соседей, ни тем более с пиццей, попкорном или картошкой фри мы в зал не заходим, потому что помним, что на сцене живые люди, а значит, они чувствуют и запахи, и ваше невнимание, и ваше отношение к их игре. Поэтому давайте будем толерантными, внимательными и наслаждаться искусством. И ни в коем случае с едой в зал, в театр не приходим. Ну а если просто решили отдохнуть во время антракта, то для вас здесь фотогалерея. Можно узнать, какие актеры в каком составе сейчас играют в театре. Ну и даже есть персональная, интересная фотовыставка. Дорогие друзья, поход в театр – это всегда праздник, но чтобы он был таким и для окружающих, нужно соблюдать правила этикета. Основные вам рассказали, даже поделились традициями. Я побежала на спектакль, а вам желаю хорошего дня. Вот как бы мы не хотели продлить теплые деньки, но уже заметно холодает. Ну, видимо, поэтому ты в свитере сегодня. Да, конечно. Свитер – это вообще неизменный тренд зимней моды. Первые свитеры создавались для рыбаков и моряков Ирландии и Шотландии. И они не только согревали рыбаков, но и защищали от холода, дождя и брызг, потому что вязались из невымытой шерсти, которая содержала естественный водоотталкивающий элемент – воск, ланолин. Ну вот, теперь я к свитерам буду относиться более толерантно, в том числе к твоим. Какие модные тренды навеяны этой зимой, узнаем прямо сейчас. Я уверена, что это не только свитер, но и что-нибудь еще интересное.
Доброе утро, друзья! Меня зовут Дарья Габышева, и я персональный стилист. Сегодня снова наша с вами любимая рубрика «Советы от стилиста». Сегодня мы с вами рассмотрим зимний гардероб, потому что именно этот формат гардероба чаще всего вызывает вопросы. Думаешь, в чем же пойти? Нарядиться или же все-таки выбрать ватные штаны? Вот эта дилемма каждое утро беспокоит каждую женщину. Давайте посмотрим, какие образы мы можем носить этой зимой. В зимнее время нам всегда будут необходимы свитера разных форматов. Если до этого я вам предлагала варианты базовые, без принтов, то в этом случае я выбираю вам тренд. Сочетание голубого и винного и немножко примеси шоколадного. Такой свитер точно будет смотреться классно и с джинсами, даже с ватниками. И точно здорово будет подсвечивать визуальную зону. Поэтому такой свитер я точно рекомендую носить в зимнее время. Вообще выбирать больше трендовых деталей, разных вариантов верхов в зимний период. А юбка у нас опять же в трендовом оттенке вины. Эта юбка просто нереально классная. Она здорово будет смотреться в офисе. С блузкой, с рубашкой, на корпоративе. И точно так же хорошо эта юбка будет смотреться в осенне-весенний сезон. В общем, юбка – вклад в будущее. Вообще вещи из эко-кожи незаменимы в гардеробе на данный период времени, потому что это тренд, который будет еще с нами года 3 как минимум. А самое главное – это вещи, которые имеют высокий процент износа. С такой вещью можно прожить много, долго, счастливых, модных лет. Так что выбирайте вещи из эко-кожи как инвестиция в свой образ. Меня часто спрашивают, как носить разные стильные образы, как не быть заложником ватных штанов в зимнее время. Я вам отвечу, что одежда и внешний вид – это самая закоренелая привычка. Мы привыкаем к комфорту, мы привыкаем к тому, чтобы можно было сделать легко и мобильно, и погрязаем в этих образах. Что я рекомендую сделать? Обязательно устройте себе челлендж на 10-20 дней, носить все вещи из вашего гардероба, сочетать несочетаемое, экспериментировать, пробовать. Попробуйте сделать себе вызов. Именно тогда родятся самые классные образы. Именно тогда вы почувствуете себя стильной. Комплименты людей, внимание публики – это то, что даст вам мотивацию для того, чтобы быть стильной круглый год. Знаешь, для меня все-таки тренды, которые вот именно зимние, это что-то такое, правда, свитер, может быть, удлиненный, вот белые есть свитера, потом есть такие с принтом каким-нибудь а-ля, не знаю, национальные мотивы, вот что-то такое уютное, теплое. Вообще в 30-градусные морозы приятно окружить себя домашними растениями, чем-то уютным, теплым. Смотришь в окно, там туман, переводишь взгляд на подоконник, а там зацвел кактус. Да, действительно красота. Ну а мы продолжаем следить за эустомой. Недавно мы их посадили, а сейчас они уже дали первые ростки. Всем доброе утро! 3 недели назад мы с вами посеяли прекрасные эустомы лизиантусы. Давайте посмотрим, что с ними сейчас случилось. Открываем крышечку, и мы видим первые всходы. Посмотрите, какие нежные всходы, даже опасно на них дышать. Ну, я вам честно говорю, я боюсь даже на них смотреть. Как за ними ухаживать в такое время, младенческое? Во-первых, мы поливаем очень-очень осторожно. Если у вас нет такой вот штуки, вы можете взять шприц, или же взять грушу и очень осторожно поливать рядом со всходами. Но не прямо на листочке, потому что они могут сразу же сломаться. Есть еще один нюанс. Торфяные таблетки очень быстро засыхают. Как сделать так, чтобы всегда здесь было влажно? Мы можем использовать вот такой вермикулит. Как мы это будем сейчас использовать? Осторожно вынимаем наши торфяные таблетки, высыпаем сюда вермикулит. Он у нас будет держать влагу. Можем пролить, чтобы торфяные таблетки снизу напитались водой. И осторожно обратно ставим наши таблетки.
Обратно закрываем тепличку, крышку и ставим самое теплое место в доме. И, конечно же, обязательно под лампой. У нас вот есть такой коврик, электроподогреватель. Включаю его и ставлю на этот коврик, чтобы эустомам было тепло. Никаких леек на данном этапе роста эустом. Обязательно вот эта штучка, или же шприц, или же груша. Эустомы очень любят яркое освещение. У нас как раз есть вот такие полноспектральные лампы 70 Вт, которые заменяют солнце Краснодарского края. И мы вот так вот поставим под лампой наши эустомы, и будут они расти и радовать нас в будущем. Но еще раз вам напоминаю, срок посадки эустом это у нас декабрь и начало января, чтобы вот эти прекрасные лизиантусы радовали вас 1 июня своим первым цветением. До новых встреч! В нескончаемой череде забот и проблем современного мира необходимо помнить, что самое важное – это здоровье. И появилось очень много заболеваний, развитию которых способствует именно современный образ жизни в мегаполисе. Одно из таких заболеваний – это инсулинорезистентность. Подробнее об этом в нашей постоянной рубрике. Доброе утро! В последнее время слово «инсулинорезистентность» стало встречаться все чаще и чаще из-за стремительного распространения данного состояния. С инсулинорезистентностью теперь связывают не только развитие ожирения и сахарного диабета второго типа, но и считают ее признаком преждевременного старения организма. Для бесперебойной работы нашего организма требуется постоянная энергия. Основным источником энергии являются углеводы, а точнее глюкоза, до которого расщепляются все углеводы. Процесс усвоения углеводов происходит в тонком кишечнике, из которого глюкоза всасывается в кровь и кровотоком разносится по всем клеткам нашего организма. Но в одни клетки глюкоза попадает беспрепятственно, а в другие только при помощи инсулина-гормона, который вырабатывается в поджелудочной железе в ответ на повышение сахара в крови. Например, нервные, сосудистые, почечные клетки не нуждаются в инсулине, поэтому как только повышается сахар в крови, они тут же получают энергию. Их называют инсулинонезависимыми клетками. А жировые, мышечные, печеночные клетки без инсулина справиться не могут. Для получения энергии им вначале нужно связаться с инсулином, с помощью которого глюкоза уже сможет попасть внутрь клетки. Такие клетки относятся к инсулинозависимым. Именно о них сейчас пойдет речь. Инсулинорезистентность часто протекает незаметно, но у некоторых людей все же появляются следующие признаки этого состояния. Развитие ожирения или увеличение объема талии. Но нормальная масса тела еще не гарантирует отсутствие ожирения. Еще одним важным показателем является объем талии, который у женщин не должен превышать 80 см, а у мужчин должен быть не более 94 см. Если же этот показатель превышает норму, то также устанавливается диагноз ожирения особого типа, абдоминального. Иногда его называют висцеральным или центральным ожирением. Бывают изменения на коже. Темные участки на коже – это гиперпигментация, которые чаще всего локализуются в подмышечных впадинах, на задней поверхности шеи, в кожных складках, в паховой области, в области пупка. Правда, черный акантоз может появляться и при других эндокринных заболеваниях. Фолликулярный кератоз – это уплотнение красноватого цвета в области волосяных фолликулов, из-за чего кожа становится сухой и напоминает гусиную кожу. Чаще всего появляется на наружной поверхности плеч, бедер и ягодиц. Также папилломы кожи, небольшие мягкие образования на ножке, напоминают свисающие узелки. Это тоже признак ожирения. Чаще всего они локализуются на шее, в подмышечных впадинах, в паховой области. Есть такой еще подошвенный кератоз. Это на топтыши, ороговевшая кожа на стопах.
Все эти симптомы бывают преимущественно у людей с ожирением и в пожилом возрасте. Будьте здоровы! Будьте здоровы, внимательны к своему состоянию, и чтобы не пропустить признаки, не обязательно таких серьезных заболеваний, но даже нехватки витаминов. Это очень важно в зимнее время. Ну и также важно, конечно, для уменьшения уровня стресса быть в курсе всех последних новостей. Мы продолжим рассказывать о самых заметных событиях этого утра. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках в России выросла на 12,1% с ноября прошлого года. Выяснилось, что квадратный метр с тех пор вырос в цене в 6 городах, из 70 в 6 упал. Наибольший рост зафиксирован в Саранске, Севастополе, Оренбурге, Улан-Удэ и Чите. Падение произошло в Махачкале, Архангельске, Нижнем Тагиле, Грозном, Краснодаре и Магнитогорске. Для сохранения и развития якутского скота в 2019 году было открыто государственное казенное учреждение. Сегодня коллектив предприятия отмечает 5-летний юбилей. За этот период число голов якутской породы превысило 12 тысяч. Построено 9 коровников, 4 современных летников, 2 канибазы. Отмечу, что местный крупный рогатый скот в совершенстве приспособленный местным природно-климатическим условиям. Молоко богато полезными микроэлементами, аминокислотами. Таких коров содержат в Эннобетантайском, Горном, Намском, Верхневилюйском и других улусах. Я очень высоко оцениваю не только работу предприятия, а вот такое очень правильное, очень верное и очень своевременное решение руководства республики, потому что ведь создано оно в результате указа руководителя Республики Саха-Якутия. И на самом деле это единственный такой прецедент пока в нашей стране. Это то, к чему надо стремиться всем регионам, которые имеют геноводное поголовье. Что касается самого предприятия, конечно, я очень высоко оцениваю работу, очень высоко оцениваю те успехи, которые они достигли. С приближением Нового года на прилавках магазинов появляются свежие мандарины. И важно знать, как отбирать самые вкусные и качественные плоды. Специалисты Роскачества дали советы по выбору мандаринов. Спелость мандаринов можно определить по характерному аромату, равномерности и яркости окраски кожицы, а также весу. Как правило, в спелых плодах содержится больше сока, поэтому они тяжелее, чем недозревшие. А перезревшие плоды можно легко визуально определить по сухой, твердой и сморщенной кожуре. Употреблять цитрусовые нужно с осторожностью. Берем мы марокканские, но их тут нету, поэтому пока взяли турецкие мандарины. Они сладкие, во-первых. И так смотрим на ощупь, упруговатые, но не совсем упругие тоже. Нормальные, приемлемые цены сейчас предновогодние. Я думаю, еще они дороже будут, поэтому пока вот так вот беру. Сейчас поеду в деревню и подарки купил. В Якутске стартовало первенство среди юношеских футбольных команд республики. Всего в соревнованиях принимает участие 9 команд. Матчи между ними проходят в рамках круговой системы победителей. Будут выявлять по количеству набранных очков. Оценка игр проходит в 2 возрастных категориях – 2008-2009, а также 2010-2011 годы рождения. Первенство будет идти на протяжении всей рабочей недели. По итогам будут определены сильнейшие группы, из которых в последующем сформируют состав сборной республики среди юношей. Именно для детского юношеского футбола в республике сделано немало. У нас есть где играть, у нас есть манеж зимой. Естественно, есть для футзала у нас объекты. И у нас есть самое главное, это дети и тренеры. Плюс у нас есть, конечно, юноши старшие, которые уже играют на определенном уровне, которые играют в юношеской футбольной лиге. Это соревнования Дальнего Востока, самый, масштабный, самый престижный турнир. И у нас как раз в городе Якутске это эпицентр именно всех наших футбольных клубах. У нас есть здесь муниципальные наши, республиканские бюджетные футбольные школы, есть коммерческие структуры. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего дня и до встречи в эфире.
Но мы продолжаем. В Национальном центре аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия хранятся не только уникальные видеодокументы, но и исторические художественные фильмы. К событиям столетней давности можно отнести и действия, происходящие в фильме «Тайна предков», который был снят в киностудии «Таджик-фильм» в 1972 году по знаменитой повести «Золотой ручей» известного якутского писателя Николая Золотарева-Якутского. Фильм «Тайна предков» был знаковым событием в культурной жизни нашей республики. И для сценариста, и для якутских актеров съемка в художественном фильме была нова и увлекательна. Поэт и писатель Лев Габышев вошел в историю киноискусства как первый якутский киносценарист. О классике якутского кино расскажет наша рубрика «История в кадрах». Здравствуйте, меня зовут Егор Пеньков. Я ведущий методист Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. Годы идут, но классика не стареет никогда. Фильм «Тайна предков» – настоящее золото нашего фонда. Ведь в остросюжетном, приключенческом фильме режиссера Марата Арипова на киностудии «Таджик-фильм» снялись и якутские актеры. Для советской Якутии этот фильм имел огромное значение. Сценарий был написан драматургом Львом Габышевым по роману Николая Якутского «Золотой ручей». Действие повести охватывает период с 90-х годов XIX века по 1927 год. В ней автор обращается к истории открытия и освоения месторождения золота в Якутии. Повесть выдержала несколько переизданий. Она была переведена на русский, украинский, немецкий, чешский языки. Снял яркую ленту молодой, 36-летний таджикский режиссер Марат Арипов. На съемочной площадке он сумел собрать в одну команду известных артистов Советского Союза. Действие происходит в далекой Якутии, куда еще не пришла советская власть. Купцы поставили местных жителей в полную зависимость от своей воли. Ну а о месте спрятанных россыпей драгоценных металлов знает только вождь племени Сидюк. Мудрый старик не нарушает закон предков и не раскрывает тайну Золотого ручья. Народный артист СССР Дмитрий Ходулов сыграл на подмостках Якутского драматического театра более 100 разнохарактерных ролей. Вершиной его творчества стала роль Отелло в одноименном спектакле Шекспира. Из-за опасения, что киносъемочная техника не выдержит низкую температуру, съемки велись на Южном Урале и в Таджикистане. Роль старика Сидюка поручили народному артисту СССР Дмитрию Ходулову. Арапас сыграла Наталья Шестакова, а Уйбанчу – преподаватель культпросветучилища Анатолий Васильев. Роль Байбала на экране воплотил Спартак Федотов. Интересный факт. Когда Дмитрий Федорович находился на заслуженном отдыхе, он получил приглашение от японского режиссера Акиры Куросава сняться в роли Кирсу Узала, впоследствии получившего в 1976 году главную премию в мире кино – американского «Оскара». К сожалению, здоровье не позволило артисту сыграть звездную роль. Фильм «Тайна предков» был готов к лету 1972 года. Премьера состоялась в Уфе в дни декады литературы и искусства Якутской АССР в Башкирии. Коллектив достиг своей цели, отобразив на экране историю Якутии на заре советской власти, и фильм «Тайна предков» внес особый вклад в укрепление дружбы народов. Это была рубрика «История в кадрах» и ее путешествие по реке времени. Передвижной фестиваль кино на службе Отечеству пройдет в столице республики с 10 по 13 декабря. В течение 3 дней у жителей и гостей города будет возможность посмотреть документальные фильмы, созданные в период СВО, а также побывать на творческих встречах с фронтовыми режиссерами, поэтами и музыкантами. Сегодня у нас в гостях Ильдар Бурматов, программный директор Международного передвижного фестиваля кино на службе Отечеству. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ильдар, расскажите, как прошло открытие, много ли было гостей и в чем идея фестиваля в этом году? Открытие прошло прекрасно. Благодарим Республику Якутия, Саха, за предоставление такой прекрасной площадки. Это центр имени Гагарина. Музыкантам, что очень важно, очень понравился звук, то есть работа звуковиков, звукорежиссера, которые были на площадке. Им огромное спасибо, потому что не всегда для артистов, для музыкантов нравится звук. А вот здесь все очень понравилось. Ну, это сложно, да. В чем основная идея фестиваля?
Ну, основная идея фестиваля, это с самого начала было так, что нам необходимо показывать то, что происходит на самом деле, там, в зоне специальной военной операции, рассказать правду о наших бойцах, о ребятах, которые там находятся, без всяких вот этих прикрас, а именно как оно есть на самом деле. Поэтому документалисты отправляются туда и снимают именно личностей, которыми являются наши герои. Насколько сложно вот взаимодействовать с режиссерами, с теми, кто выезжает, да, в зону военных действий? Насколько это сложно организовать, реализовать и вообще находиться в такой экстремальной достаточно обстановке? Ну, режиссеры, документалисты, которые отправляются туда, это действительно, не побоюсь этого слова, герои, которые выбрали для себя вот такой путь запечатлить отрезок вот этого времени, героев нашего времени через свое творчество, через то, что они умеют, то, что они делают. И, ну, конечно, это сложно, конечно, страшно. Но как, не помню, кто, но говорили, кто-то говорил, бояться можно, трусить нельзя. А кто приглашенные гости фестиваля? Приглашенные гости фестиваля вот сейчас это авторы фильма «Я иду домой». Это фильм о взятии Артемовска. Это Андрей Ященко, это Ольга Забарова и Владислав Рыдков. Они приехали представить свой фильм. Фильм уже был показан вчера на одной из площадок. Сегодня он будет показан и 12 и 13 числа. Также Кирилл Макеев, это автор-исполнитель собственных песен. Его песни отличаются тем, что это такой русский фольклор и текст именно поэтичный, что очень необходимо сейчас, поскольку он в таком жанре, ну, можно так сказать, рэп, но это именно рэп со смыслом. Это хорошие текста, это хорошее звучание. И Роман — это участник специальной военной операции, он также автор-исполнитель песен, также выступал на площадках и будет нас радовать в течение, в этом периоде фестиваля, который у нас проходит в Якутии. А скажите, как вот молодежь реагирует на фильмы о специальной военной операции? Ну, молодежь реагирует всегда по-разному, но самое для нас, что мы видим за последнее время, что в конце все-таки их трогает. Это трогает. То есть ребята, которые с самого начала, там, может быть, в телефоне сидят, может быть, как-то чуть отстранены от этого всего. Но когда начинается фестиваль, когда мы же не просто показываем фильмы, это и диалог со зрителями, с гостями, да. Вот Олеся Николаевна Шигина, это руководитель нашего проекта, она всегда пытается донести до зала, до молодых людей вот эту правду, поговорить с ними, потому что это очень важно, поговорить с человеком. И вот в результате этого разговора, после просмотра фильма также идет обсуждение. Ты видишь, что телефоны уже не в руках, они уже далеко в карманах, и уже человек смотрит, переживает, даже слезы мы видим. И когда мы видим это, мы понимаем, что мы достучались до самого важного, до чувства, до сердца. Это значит, что он теперь тоже сопричастен, и он тоже теперь чувствует себя одним целым с нами, с народом. Благородная миссия, на самом деле. Она, я так понимаю, фестиваль идет по нескольким регионам, да? Да. Какие планы дальнейшие? Ну, охватывать новые регионы. И кино на службе Отечества — это не только кино. Также у нас представлена передвижная выставка «Уголь земли русской». Это выставка, созданная Верней Шигиной, это дочь Олеси Николаевны Шигиной. Также у нас есть театр на службе Отечества. Это спектакль «Сестры», постановка, автор сценария Олеся Николаевна Шигина была. И в следующем году мы как раз пытаемся расширить, чтобы у нас и театр, и живопись, и кино, и музыка, и литература, чтобы все это расширялось, и больше творчества, больше искусства в нашем движении было.
Ну, я думаю, можно нашим телезрителям, да, напомнить, то есть можно же посетить кинофестиваль. Да. И... Конечно, можно и нужно Где можно увидеть информацию? Посетить фестиваль. Информацию можно найти в нашем телеграм-канале. Можно так и вбивать Олеся Шигина, либо «Уголь земли русской», это Веринея Шигина. И в этих телеграм-каналах будет вся информация о том, куда можно прийти, что за фильм посмотреть, с кем обсудить фильм, с какими режиссерами и создателями. Спасибо. Спасибо, Ильдар. Да, спасибо за вашу работу. Я уверена, что это даст огромные результаты в работе с нашей молодежью. Спасибо. Спасибо вам. Ну а нашим телезрителям, да, мы желаем отличного начала рабочего дня, чтобы он прошел бодро. Соответственно, мы, я думаю, вам в этом немного помогли. Желаем, чтобы каждый день начинался хорошо. Будьте настроены на этот день, начинайте его вместе с нами. Будем заряжать вас хорошим настроением, бодростью, энергией и, главное, самыми лучшими, самыми полезными новостями. Да, увидимся уже завтра. До встречи.